Привет, друзья! С вами Алекс Джо, и сегодня мне хотелось бы поделиться с вами моими впечатлениями вот от этого аппарата Microsoft Lumia 550. Аппарат представлен компанией в октябре 2015 года, а в России он появился совсем недавно, в декабре. На данный момент его цена составляет 9490 рублей, и это бюджетная версия смартфонов от Microsoft с предустановленным Windows 10 на борту. Вот в такой коробке продается эта модель. На передней части изображен сам аппарат. Он, кстати, выпускается в двух цветах, белый и черный. А на обратной стороне коробки нам коротко рассказывают о технических характеристиках телефона. У нас с вами на обзоре будет черный цвет. И давайте скорее откроем упаковку. В коробку помимо телефона и аккумулятора нам положили зарядку, которая выдает всего 550 мАч. К тому же она идет цельная, а это значит, что кабель и гарнитуру нам предлагают купить самим, они в комплект не входят. Внутри смартфона установлен 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210 частотой 1,1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной и поддержка карт памяти до 200 ГБ. Дисплей 4,7 дюйма, разрешение экрана HD 1280 на 720, плотность 315 пикселей на дюйм, угол обзора почти 180 градусов, защищен экран стеклом Gorilla Glass третьего поколения. Задняя камера 5 мегапикселей и 2 мегапикселя фронтальная. Bluetooth 4.1, Wi-Fi, GPS, GLONASS и поддержка 4G. Батарея у этой модели 2100 мАч. Присутствует режим экономии заряда и есть умная заставка, которая предназначена для того, чтобы упростить нам жизнь и заодно продлить время работы аппарата. Как она работает? Да очень просто. На заблокированном экране подсвечивается небольшая часть дисплея, которая отображает время и пропущенные уведомления. Таким образом, нам не надо постоянно включать подсветку всего дисплея, чтобы проверить который час и не пришло ли вам новое письмо на почту. Производитель заявляет нам о 14 часах работы в режиме разговора, 10 часах в Wi-Fi режиме и 8 дней в режиме ожидания. Размеры этого аппарата 136 мм в высоту, 68 мм в ширину и почти 1 см в толщину. Вес 142 грамма. Сразу хочу сказать, что я, конечно, уже открывал коробку и включал аппарат для того, чтобы с ним ознакомиться и пропустить долгую первую загрузку. А она реально очень долгая. Так, первый раз аппарат у меня запускался примерно 10 минут. Это связано с тем, что вначале ему нужно установить языковые пакеты и какие-то системные файлы. После их установки телефон будет включаться гораздо быстрее. Первое впечатление от аппарата, когда он попадает к нам в руки, приятное. Он не тяжелый, не громоздкий, пластик не скользкий. Lumia хорошо лежит в руке, но есть и косяки. Например, у телефона есть люфт нижней части корпуса. Сенсор работает хорошо, нет никаких залипаний или несрабатываний. Шрифт в меню можно регулировать, делать крупнее или наоборот мельче. Мелодии звонка у аппарата довольно громкие и достаточно приятные по звучанию. Камера неплохо фотографирует вблизи, но вот для съемки объектов дальше нескольких метров она уже слабовата. Фронтальная справляется со своими задачами делать селфи и совершать видеозвонки. Вообще, чем хороши смартфоны на Windows, так это тем, что они защищены от вирусов, а железо у них подобрано так, чтобы операционка работала как можно стабильней. А ведь это важно, чтобы ваш смартфон выполнял поставленные перед ним задачи быстро и четко. Конечно, ничего идеального не бывает, и за то время, пока у меня находилась эта Lumia, я словил несколько багов на ней. Так у меня не всегда с первого раза открывались офисные приложения, а когда на смартфоне закончилась внутренняя память, то я не мог зайти в галерею. Также в этом смартфоне ваши данные будут надежно защищены в том случае, если вы потеряете или еще хуже, у вас украдут ваш любимый телефон. Тут Microsoft пошла по стопам Apple и сделала полную привязку устройства к учетной записи. То есть, если кто-то найдет ваш телефон, он не сможет им пользоваться, а тем более получить доступ к вашим файлам. Вот так выглядит рабочий стол. Здесь представлены иконки программ, которыми вы чаще всего пользуетесь. А если сделать свайп влево, то попадаем в основное меню, где у нас представлены все программы. Рабочий стол каждый может настроить под себя, поменять размер и изменить положение иконок, удалить или добавить нужный ярлычок. Есть анимированные иконки, например, сообщения. Смайлик становится грустным, если у вас есть пропущенная смс. Из предустановленных программ хочется отметить офисные приложения. Вам будет доступен Word, Excel, PowerPoint и OneNote. Создавать документы с нуля на смартфоне, наверное, чересчур неудобно. Но вот отредактировать и переслать с помощью встроенного Outlook клиента, почему нет?
Также вам будет доступно 15 гигабайт для файлов на облачном сервисе OneDrive и 1 терабайт на нем же для офисных документов. Ну а если вы планируете какую-нибудь поездку и не знаете, как добраться до места, вас выручит встроенная карта. С их помощью вы без труда проложите маршрут на своем автомобиле с учетом пробок, либо подберете маршрут на общественном транспорте. Пешие маршруты навигатор также умеет прокладывать. Карты загружаются через интернет, но вы можете загрузить их в офлайн, если вам это необходимо. Ну а как развлечь себя в дороге? Правильно, нужно скачать какую-нибудь популярную игру. И в этом нам поможет магазин. Само по себе приложение напоминает Play Market в Android-устройствах, но, к сожалению, программ здесь гораздо меньше. Конечно же, WhatsApp, Viber, Twitter, Facebook и Skype тут есть. Но вот, например, Instagram в магазине почему-то до сих пор с припиской бета и с массой негативных отзывов. Топовых игр из App Store и Play Market я тоже не нашел. В общем, разработчики не торопятся адаптировать свои приложения на платформу Windows. Но, конечно же, из 120 тысяч приложений вы найдете что-то для себя. Интересная фишка в Windows – детская. Она пригодится тем, кто иногда дает свой телефон детям или посторонним людям. Это дополнительный рабочий стол, который вы настраиваете сами. Вы можете дать доступ к фото, музыке, играм и другим программам, но только к тем, которые, по вашему мнению, стоит доверять другому человеку. Для ребенка это могут быть только игры и камера, для коллег офисные приложения или звонки. В общем, настраивайте вашу детскую так, как посчитаете нужным, и не переживайте, что кто-нибудь случайно залезет куда-то, куда не следовало. Давайте подведем итоги. За 9,5 тысяч нам предлагают 4G смартфон, который работает достаточно долго от одного заряда батареи, защищенную, стабильную операционную систему, большой яркий и качественный экран, громкий звонок, плюшки в виде полноценного офиса. Ну а из минусов не очень качественная тыловая камера, отсутствие дополнительных аксессуаров в комплекте и баги, которые присутствуют в Windows 10. Я бы рекомендовал Lumia 550 тем, кто уже наигрался в игры и хочет просто надежный, недорогой смартфон для рабочих целей. Ну а на этом у меня все. С вами был Алекс Джо. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Нас ждут еще много интересных обзоров. До новых встреч. Пока.